Khadjakuli Narliyev burst onto the Soviet film scene as a director, cinematographer, screenwriter, and actor in early 1960s. In 1971, after his film Daughter-in-Law was released by Turkmen Film, Narliyev became one of the biggest symbols of Turkmen film industry. Narliyev's films introduced the entire world to Turkmenistan's ancient traditions, the unique beauty of Turkmenistan's landscape, and the wisdom of its people. Narliyev became one of the most renowned and award-winning directors in Turkmen history. His awards include Directorial Award at the All-Union Moscow Festival, a commemorative medal at the Venice Film Festival, a special prize from the jury of the Locarno Film Festival, Silver Siren Award at the Sorrento International Film Festival, USSR State Prize, and the honorary title of the People's Artist of Turkmen SSR. Narliyev and Bayramov were united in their love for Turkmenistan. They remained close friends and colleagues until Bayramov's death in 2014. Говорить о Дурды Байрамове и трудно, и легко. Но когда я думаю о нем, то вспоминаю старинную туркменскую легенду о Лейле Межнуне. Говорят, что Лейли была совсем некрасивая девушка. Она была черненькая, маленькая. А Каяс из-за большой, просто нечеловеческой любви к своей Лейли, в общем, сошел с ума и получил имя Межнун. Сошедший с ума человек. Видя это, отец его спросил: сынок, ну хоть была бы она красивая девушка, вот ты бы за ней так ухаживал, любил ее. Но она же совсем некрасивая. Он тогда ответил отцу: отец, на нее надо посмотреть. Ты посмотри на нее моими глазами. Ты тогда увидишь, какая она красивая, необыкновенная, она единственная такая. Больше такой нет. И вот, думая о творчестве Дурды, вот если посмотреть на весь Туркменистан с глазами Дурды и не замечать, проходить мимо той красоты, которой нельзя. Всем как-то исторически сложено, вот если Каракумы, это только смерть. Если туркменская земля с его очень жарким солнцем, летное время, которое убивает все живое, здесь жить невозможно. И много-много таких эпитетов, которые народ пришил к нашей земле, нашему народу. Но если посмотреть, и посмотреть внимательно, как Дурды писал картины о туркменской природе, о людях. И писал он это таким пониманием, такой любовью. Если вникнуть, внимательно посмотреть на его картины, в нем есть то, что должно быть. В каждом из нас это особый взгляд на свою родину, на свою землю. Осмысленный, с любовью взгляд, а у Дурды получилось еще, он мог это запечатлеть и оставить потомкам. И в этом плане его профессия оказалась уникальной. И кроме того, как он мастерски писал картины и о природе, и жанровые другие, и натюрморты,
но как бы его основной профессией его стало портреты. Портреты его людей, если всех собрать в один зал, это будет огромный, большой выставочный зал портретов труды. Портрет современников. В них и колхозники, и ученые, красивые женщины, трудолюбивые мужчины, разные. Вот в портретах его, если все на него внимательно посмотреть, создается большой образ туркменской нации. Эти люди глубоко порядочные, умные, трудяги, профессионалы, красивые. Многих людей украшает одним только морщиной. Это говорит о таком народе, который для того, чтобы украсить этот мир, если он уже пришел на этот мир, он не пожертвовал ничего. И весь его труд, все его желание отразилось на его машинах. И когда смотришь на это, говоришь, да, мой народ участник украшения этой земли. И потому как-то я даже как-то однажды сказал, что 20 век, если взять работу и творчество наших художников, то 20 век – это век Турды-Байрамова. Он, этот 20 век, оставил на вечные времена будущим потомкам портретах людей. Это уникальность. Это как художник уникальный, как мыслитель уникальный. Как человек, который, наверное, огромным желанием хотел заполнить этот пробел, который был упущен в свое время. И он очень много сделал. Теперь будет 30 век, 40 век, вот 20 век, отраженный в своих работах Дурды, они будут говорить о том, что этот век был его. Многие этих портретов уже много раз выставлялись на разных выставках мира, в разных городах. Убежден, что очень многие люди во всем мире получили представление о туркменском народе. И это мог сделать Дурды, и потому его творчество неоценимо просто. Даже со мной он один портрет мой написал, да, мы шутили долго, было очень интересно работать. Но следующий портрет он хотел до этого портрета написать тот, который не удалось, не успел. Это фильм Махтумкули вначале начинается, как Махтумкули с отцом Азады, они на коне летят по небу, как бы предсказание, что ли, о величии Махтумкули. Ему очень нравится этот эпизод. И говорит, хочу связать твой портрет с этим эпизодом, с этим полетами. Мы с ним сидели перед холстом, и он мне говорит, давай через неделю начнем. Еще раз будем думать, готовиться и начнем эту картину. Через неделю уже ему стало плохо. И очень быстро так получилось, что быстро скончался. И мне обидно, что этот холст остался пустым. Но главное не только этот холст. У него в мастерской было очень много приготовленных холстов. Он, наверное, о каждом
на каждом холсте хотел кого-то писать, о ком-то думал, точно как, наверное, со мной мы уже побеседовали, поговорили. И вот они остались без души. Я лично буду всегда о нем помнить. Его картины всегда меня будут напоминать о родине, о любви к родине, о его достоинстве, о его людях. И если каждый художник хотя бы сможет подействовать на души какого-то небольшого количества людей своим трудом, можно считать, что эта жизнь состоялась. А Дурды она состоялась вполне. И мы рады, что такой человек был всего, и обидно, что его сегодня нет. Значит, над портретом тоже думали. Ну, значит, конечно, он все решал сам, но какие-то вещи советовался, о каких-то вещах, о чем-то говорили вместе. Он обещал, сказал, ну, 4-5 дней будем работать, все закончим. Там 4-5 дней, 7-8 дней, 8-10 дней, да. И заходит другой художник и говорит, о, что вы еще до сих пор работаете? Я говорю, ребята, если вы не знаете, то я хочу ему дать подпольную кличку. Да, с сегодняшнего дня я его называю Капканом. Да. Он так тихо, незаметно заставил меня наступить на этот капкан, а теперь я говорю, не могу вообще выйти оттуда. И сижу вот уже какой день. И он тогда вдруг однажды утром приходит, такой радостный, говорит, все, портрет готов. Как, что, в чем радость? Он говорит, ты мне принес тогда кадры из фильмов. Да. И все, я сделаю. Давай один день ты не проходи. И буквально действительно один день меня не было. У него на мастерской я не пришел. И за один день он вокруг картины написал кадры из фильмов. Ну и получился вот тот портрет, который есть. Durdi Bayramov created this portrait in 2011, and it is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Один из лучших портретов его работ, я считаю, портрет Нуруга Мамедова, композитора. И потому что в этом портрете есть какая-то мистика. В моем понимании есть какая-то мистика. Есть какая-то неземное обстоятельство вокруг него. Эти облака, это тревожность, гамма цветов, такое задумчивое лицо его. Во всем этом я вижу эту мистику. Мистика, которая, в общем, с ним была всегда, самим Дурдой. Он никогда не проезжал, не проходил дорогу, если вдруг прибежала черная кошка. Никогда. Если вдруг дорогу переходила кошка, то он буквально выезжал на встречную линию, только чтобы не перейти эту дорогу.
Это чувство у него было. На 13 номер никогда не садился. Да, еще это подтвердилось тем, что в день его кончины, он живет сейчас, этаж не помню, на каком высотном большом доме, пришли вороны и стали биться об его окно. Да. И жена Гузель говорит, да, она говорит, что в этот день она вышла на улицу и никак не могла не перейти дорогу кошки, которая, куда бы она ни шла, она ходила перед ним. И вот кошка и вороны, то, что он боялся, никогда раньше не переходил, вот такое мистическое у него было опасение от них, вот оно и совершилось у него, то есть это чувство у него было. И портрет Нуры он написал тоже недолго до его смерти, до смерти Нуры. Он как-то это почувствовал, мне кажется, он увидел его скорую смерть. И оно выразилось в этой картине. Vatan için ne acı çektim, ahmırçık звольно. Дурды, жизнь дурды. Именно подтверждение этой мысли. Потому что, в конце концов, человек, который не знал ни отца, ни мать, воспитала его страна, Родина, и его люди. Это детский дом, тогда, который был обязательным для всех таких детей. Это закон был государства. Вот он стал художником этой страны. И я думаю, он даже больше, чем многие другие, все время считает себя в долгу перед Родиной, перед этой страной, которая его сделала человеком. Когда узнаешь его историю, биографию его, что ночами писал картины и за мольбертом потерял сознание. Терял сознание. И так работая, так желая все делать хорошо, да, быть настоящим художником, а настоящим быть, это значит через очень большие трудности надо проходить. Он проходил это все, никогда не жалея, потому что он знал, что для Родины ничего жалеть нельзя. Она сделала его человеком, он должен прославить ее как можно больше, как можно глубже, как можно умно, чему она достойна, эта Родина.